Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш урок шитьё кокетки. Вторая часть. Первую часть я оставлю ссылочку под роликом. Смотрите, не пропускайте. Итак, ставим лицом к лицу нашу основную ткань с подкладочной. И ровно по линии нужно нам сшить на машинке по 2 раза. Смотрите, я сшила ровно по 2 раза, именно по линиям нашей выкроечки. И теперь нам нужно ее вырезать, оставляя припуск шва 1 сантиметр. Смотрите, по кругу полностью это все вот так вот вырезаем. Оставляю припуск на шов. И теперь нам нужно везде поставить наклеечки, не доходя 1 миллиметр до шва. Полностью и с внешней стороны, и с внутренней. Вот мы поставили везде, как вам видно на ролике, не доходя миллиметр до шва. Теперь нам нужно ставить нижнюю кокетку именно по линиям, которые у нас по выкройке было. Смотрите, там линия начерчена. Оставляю припуск 1 сантиметр на шов. Вырезаем. И в итоге получаем вот такую вот нижнюю кокеточку. Теперь берем нашу верхнюю кокеточку. И ровно по этим линиям, которые с округлением, мы шили 2 раза. Теперь тоже все это останавливаем. Оставляя припуск 1 сантиметр на шов. И теперь нам тоже нужно везде поставить наклеечки. Ставим наклеечки. Там, где закругленности, можно ставить немножечко больше наклеечек. Будьте аккуратны, чтобы не задеть шов. Вот мы поставили на одну. Теперь вторую тоже также вырезаем. Тоже сшили мы только вот нижнюю часть, там где с округлением. И теперь ставим наклеечки, не доходя миллиметр до шва. Верхнюю часть убираем излишки. И теперь нам нужно это все развернуть. Разворачиваем. Вот таким вот образом. Будьте очень аккуратны, чтобы подкладочная ткань не выходила на нашу основную верхнюю часть, чтобы не было видно подкладочной ткани. Теперь эта верхняя часть готова. Теперь берем нижнюю и вот так вот продеваем внутрь. И нам нужно это все вот так вот таким образом вытащить. Таким образом мы разворачиваем. И в итоге получаем нашу готовую кокеточку нижней и верхней части. Теперь нам это все нужно хорошенечко погладить. Немножечко вытянем, чтобы шов был хорошим. Теперь смотрите, я сначала все сметала, чтобы подкладочная ткань не выходила на нашу внешнюю сторону, и хорошенечко
проутюжила. На этом можно сказать, что наша кокетка готова. Но для более красивого результата я хочу вот таким вот декоративным кантом черным это все дело вот так по контуру пришить. Сначала мы это все сметываем, потому что она скользит при шве на машинке. Вот так вот сначала это все сметываем по кругу, а потом уже можем это все декоративным швом зигзагом пришить. Так выглядит внутренняя сторона. И вот так по контуру все это сметываем. Вот смотрите, я сметала. Уже вид кокетки явно изменился. Стал совсем другим. Я сметала две верхние кокеточки. Вот так они выглядят. Нам нужно это все затрочить, а потом убрать излишки нашего канта. Теперь нижнюю часть также по внутренней и по внешней стороне нам нужно это все хорошенечко сметать контур. Сметываем. Вот я сметала все это. Теперь вот так вот выглядит наша кокеточка, внутренняя часть. Нам это теперь нужно все хорошенечко декоративным швом кант сшить, а потом уже убрать излишки. Такая кокеточка у нас получится. Смотрите, я декоративным швом сшила наш кант, пришила, то есть медным зигзагом. И теперь это все излишек убираем, так как кант слишком широкий. В итоге получаем вот такую вот кокеточку. Она еще отдельная. Нам нужно по нижней части верхней кокеточки это вот так вот зафиксировать и пришить мелкой строчкой. Это вот так вот сшиваем. Вот мы сшили. Вот так вот выглядит внутренняя часть нашей кокетки. Теперь нам нужно это вот так вот развернуть в половинку вида. И теперь нам нужно наше плечо и нашу пройму оформить. Отступаем 1,5-2 сантиметра вниз. Делаем такую линию по косой. Так мы оформляем наше плечо. Теперь
Мы оформили наше плечо. Нам нужно посмотреть нашу длину плеча и нарисовать красивую пройму. Таким вот образом. Если нету лекала, можно отступить 1,5 сантиметра именно посередине, сделать точечку и по этой точечке, пересекая нижнюю и верхнюю, нарисовать небольшое закругление. Длина нашей кокеточки у нас тут сантиметров получается 19. Это с учетом 1 сантиметру на шов. Вот так вот вырезаем линию проймы. Потом вырезаем нашу верхнюю часть плеча. Также останавливаем. И, дорогие друзья, в следующем ролике, уже в 3-й части, я вам покажу, как с помощью нашей передней кокеточки мы можем выкрыть нашу заднюю кокетку. В 4-й части я покажу, как выкроить нам нижнее полотнище платья, пройму. Так что не пропускаем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока-пока.